Не секрет, что в последнее время на дорогах Ингушетии все чаще случаются дорожно-транспортные происшествия, которые в большинстве случаев, к сожалению, приносят человеческие жертвы. Статистику ДТП, несмотря на усиленную работу ГИБДД, снизить не удается. На протяжении последних лет в целях обеспечения безопасности на дорогах в стране реализуется программа «Безопасный город», которая подразумевает собой установку камер фотофиксации нарушений правил дорожного движения. Очередь дошла и до Назрани. Новые камеры появятся практически на всех оживленных участках города. Сейчас их устанавливают на одной из центральных улиц Муталиева. Перекресток у республиканской больницы давно признан аварийно опасным. Именно здесь многие нарушители умудряются проехать на красный сигнал светофора или припарковаться в неположенном месте. Отныне за эти нарушения придется платить немалые штрафы. Программа «Безопасный город» делится на два этапа. Всего по республике планируется установить 55 радаров фотофиксации. Фото-видеофиксации один сегмент только безопасного города. По ним у них есть там сегменты МЧСовские и пожарная безопасность, все эти сегменты. Для этого проектно-экспертная документация разрабатывается, согласовывается с МЧС России, ФСБ и МВД России. На некоторых участках камеры уже установлены, к примеру, на перекрестке у старого автовокзала. Безопасный город также включает в себя и камеры видеонаблюдения. Таких по региону установят 550. А по ту сторону камер в МЧС, контролируя все происходящее, наблюдает специальная группа. Видеорегистраторы, установленные в Магасе, работают 24 часа в сутки. Любая точка столицы как на ладони. По городу Магас установлены 39 камер фото-видеонаблюдения. Данные камеры выведены на 2 монитора. И здесь мы в режиме онлайн видим все, что происходит по городу Магас. Пока данные с камер поступают в службу 112, но после полного внедрения программы будет создана специальная дежурно-диспетчерская служба. Комплексная система «Безопасный город» направлена на улучшение общественной среды. В нашей республике в силу высокой аварийной опасности эта программа в первую очередь затрагивает безответственных водителей и пешеходов. Автолюбитель со стажем более 30 лет Башир Плиев большую часть своего времени проводит за рулем и старается никогда не нарушать. Установки этих радаров водитель только рад. По его мнению, лихачество на дорогах можно остановить только путем наказания рублем. Камеры нарушили штраф тоги. То автоалуда шузла долбез боты бат. Осходцна. Цело до шозло до козло до дезлады. Радары фиксируют даже незначительные нарушения, такие как выезд за черту на светофоре. Практика показывает, что штрафы за нарушения дают хороший результат, а новая программа должна тем более вразумить водителей и пешеходов. В МЧС рассчитывают до 2020 года запустить программу «Безопасный город» во всех муниципалитетах региона. Исуп Гелисханов, Гапур Чахкиев, Новости 24.